голове постоянно сидят слова лауреата Нобелевской премии нашего академика Российской академии наук, Академии наук СССР Жареса Ивановича Алферова о том, что на самом деле нет границы между так называемой фундаментальной и прикладной наукой. Мы понимаем под фундаментальной наукой такую науку, которая дает свои результаты, полезные людям, где-то через 50, иногда, может быть, 40-60 лет. Киршенгольц Борис Моисеевич, доктор биологических наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия, главный научный сотрудник Института биологических проблем и криолитозоны ФИЦ ЯНЦ Саран. Родился в 1950 году в городе Якутске. В 1976 году после окончания химического факультета и аспирантуры Московского государственного университета с защитой кандидатской диссертации вернулся на родину и начал преподавательскую деятельность в Якутском государственном университете, где прошел путь от ассистента до профессора кафедры биохимии и декана биолого-географического факультета. Борис Моисеевич – автор и соавтор более 480 научных работ, в том числе 10 монографий, 10 учебных пособий, 11 практических рекомендаций, 57 авторских свидетельств СССР и патентов Российской Федерации, 15 федеральных свидетельств на биопрепараты. Им подготовлено 26 кандидатов и 5 докторов наук. Создана научная школа в области экологической, медицинской биохимии и биотехнологии. А прикладная наука – это та же самая наука, но которая дает свои результаты, полезные людям, уже через 3, 5, 7 лет. То есть разница между ними только в одном. Через какое время соответствующая отрасль науки может дать полезные людям, полезные населению результаты. Это первое. И второе, наверное, это то, что вот между, скажем так, 80-ми, даже 90-ми годами и наукой на современном этапе, уже в начале 21 века, на мой взгляд, есть огромная разница, которая заключается в том, что парадигмой конца 80-х, 90-х годов являлось для государства, являлось то, что надо было сохранить науку, которая очень сильно страдала как раз вот в период развала Советского Союза, период 90-х годов. И финансирование в основном отпускалось, там не делилось на фундаментальную прикладную науку. Повторяю, задача номер один заключалась в том, что надо вообще сохранить научный потенциал. Это было связано с проблемами финансирования, это было связано с колоссальной проблемой утечки мозгов и так далее, и так далее. В наше время теперь уже государство по-другому ставит свои задачи в отношении науки. Теперь уже наука сохранена на самом деле в России. Наука в той или иной степени, где-то больше, где-то меньше, поддерживается. Поэтому наряду с развитием самой науки задача ставится, а что наука уже сегодня может дать и дает обществу в плане социально-экономического развития, причем ускоренного развития, причем в условиях вот буквально последних, наверное, 2-3 лет, особенно 22 года, в условиях санкционного режима, здесь роль науки в развитии технологий, в развитии ускоренного импортозамещения. И вот я недавно услышал такой термин, он очень хороший, импортоопережение. Не просто импортозамещение, импортоопережение. Вот это уже теперь та задача, которую государство ставит перед наукой в приоритетном порядке. Не поддержать науку, а востребовать от науки новые технологии, новые продукты, которые работали уже бы на социально-экономическое, прежде всего, развитие всей страны, в том числе, конечно, и науки. Но что касается нашего направления, значит, в работе нашего отдела, нашего направления есть, конечно, и фундаментальные задачи, которые мы начинали развивать где-то уже
середины 80-х годов. И вот в соответствии со словами Жареса Ивановича, значит, уже в настоящее время наши фундаментальные результаты позволяют нам давать уже и прикладные, не просто результаты, а уже внедрение в реальный сектор экономики. Но вот таким как бы направлением уже нашего вложения в реальный сектор экономики являются наши биотехнологические разработки. Основой для них явились как раз результаты фундаментальных исследований. Это особенности формирования адаптивного потенциала в организмах растений, животных в наших северных условиях. В результате вот этого изучения, значит, мы получили такие факты, которые позволяли нам уже где-то со второй половины 90-х годов говорить о том, что, используя ткани северных растений, животных, мы можем говорить о создании биопрепаратов, которые бы уже были полезны человеку не только на севере, вообще человек, который проживает, трудится в экстремальных условиях. Это не только Арктика и субарктика. Это могут быть и экстремальные условия, связанные с особенностями социальных условий. Это вахтовики, это военнослужащие и так далее. Значит, и вот эти результаты фундаментальных исследований нам позволили сейчас уже не просто говорить, а делать биопрепараты. Один из последних результатов сотрудничества отдела экологической и медицинской биохимии, биотехнологии Института биологических проблем и крилитозоны ФИЦ ЕНЦ «Саран» с якутским хлебокомбинатом стало появление 1 ноября этого года на прилавках специализированных магазинов хлеба с добавлением бетулина. Экстракт бетулина обладает спектром полезных для здоровья свойств, защищает печень, не дает образовываться камням в желчевыводящих путях, обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами на РНК-вирусы гриппа типа А, птичьего гриппа, простого герпеса, возбудителей других вирусных инфекций, антибактериальными, иммуномодуляторными и иными свойствами. Бетулин не токсичен, не вызывает аллергических реакций, побочных эффектов и привыкания. Это повышение качества жизни, повышение уровня здоровья человека, ну, в первую очередь, естественно, на севере, на самом деле, я уже сказал, не только на севере, используя новые технологии в двух таких областях. Это, во-первых, конечно, медицины, то есть это биопрепараты для медицины, а второе – это биодобавки, биопрепараты, которые могли бы стать новыми разработками, новыми технологиями в пищевой промышленности, поскольку здоровье человека надо укреплять не только с помощью медицины, пусть даже профилактической, но и с помощью продуктов питания, наиболее таких востребованных продуктов питания. Значит, как мы знаем, это еще средневековые медики, Авиценны говорили о том, что тело человека состоит из того, и здоровье человека заключается в том, что мы едим. Что мы едим, что мы пьем, наша питьевая вода и так далее, и так далее. Вот поэтому наши разработки мы направили по двум направлениям. Это биопрепараты для профилактической и в ряде случаев лечебной медицины, для реабилитационной медицины. И второе направление – это наши разработки, наши биопрепараты для пищевой промышленности. Что у нас больше всего употребляется человеком, неважно в каких условиях там, социальных, там, при дефиците финансирования, при его избытке, человек больше всего потребляет. Это хлебобулочные изделия, вот поэтому наши соглашения, разработки с нашим якутским хлебокомбинатом. И второе – это то, что он пьет. Я имею в виду питьевые воды. Вот питьевые воды, которые выпускает наш ФАП Якутия, мы с ними работаем, в том числе это вот тонизирующий, повторяю, ни в коем случае не энергетик, тонизирующий, значит, напиток безалкогольный, бескофеиновый, напиток ЕС, это наша совместная тоже разработка с ФАП Якутия. Вот коротко, если говорить.